Здравствуйте, здравствуйте! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепанин. И, как обычно, мы находимся в ресторане в гастростудии «Мусхаяс». Со мной, как обычно, мой постоянный соведущий Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел в гости Куличенко Айсен Александрович. Айсен Александрович, приветствую. Да, с вашего разрешения я зачитаю, кто к нам в гости пожаловал, потому что без бумажки я это никак не справлюсь. Айсен Александрович – оперуполномоченный, отделение по раскрытию хищений с использованием средств связи и интернет-ресурсов отдела уголовного розыска, муниципального управления, Министерства внутренних дел России, Якутская. Да, вот, мы, конечно, это коснемся, да, вашей деятельности, но так как у нас все-таки кулинарное ток-шоу, спасибо, что вы пришли к нам сегодня в гости и... Расскажите, вот смотрю, у вас очень много всего. Что будем делать? Здравствуйте еще раз. Спасибо за приглашение вам огромное. Сегодня мы будем готовить борщ. Борщ? Борщ, обычный борщ, Так. о котором идет много споров, исторически, чье национальное блюдо, да? Но если брать вообще историю по возникновению борща, скорее всего, это больше относится к щам, то есть щи. И само происхождение слова борщ подразумевает под собой закваску. То есть раньше борщ готовили это на хлебной закваске, на квашеной капусте. То есть, то есть рецептов много получается? Рецептов много, и способов его приготовления тоже. Каждый готовит по-своему. Даже если вот брать выражение «переборщил», до начала 20 века это было выражение, как бы, что перебродившее, что-то перебродившее. Переборщить. То есть все это делается на броженых продуктах. Сейчас более-менее упростилось все это. Вот у нас есть свежая капуста. Это простейший вариант приготовления борща. Да? Картошка, помидоры. Кто-то добавляет томатную пасту. Я вот просто не люблю слишком кислое. Кислить, да. Все с огорода, все свеженькое. И добавляю немножко лимончика. Поэтому согласитесь, что борщ все-таки это же, ну, скажем так, непросто. Правильно? Это же с опытом приходит, с годами там, да. Ну, то есть, получается, если вы решили это приготовить, ну, то есть опыт есть, история какая-то есть, да? Да, история... Это же не с первого раза будешь готовить это? Да. Я люблю частенько готовить борщ, хотя больше готовлю вторые блюда, но это все-таки суп моего детства. Готовил мой отец, моя мама его постоянно готовила. Сам я с севера, поэтому... Ну вот этого коснемся. Давайте тогда уже начнем, потому что я знаю, мы можем... Предварительно. Да, предварительно вы уже водичку уже поставили. Воду нагреться. Так, что я, короче, как скажу. Борщ – это как с пловом, у каждого свой рецепт. Да. Много споров как раз тоже о плове. Есть общая канва, я согласитесь, да, что обязательно должно присутствовать, да. ингредиенты. Ингредиенты могут быть одинаковы, но способ приготовления сам технологический у всех разный. Так что я спорить здесь не буду. Да. Гость есть гость. Я просто вручаю ему ингредиенты, и здесь я буду помалкивать. Помалкивать, хорошо. Потому что, как говорится, тут со своим борщом тут чужой монастырь, грубо говоря, да? Да. Хорошо. Ну, обычно по-домашнему, как я готовлю дома, я нарезаю сразу мясо, чтобы оно было чуть поменьше, да? Ну, чтобы побыстрее, да, все это Да, сделать? И обжариваю. Ну, думаю, Давайте, мясо обжарить? можно быстренько обжарить. Давай. Вкуса больше даст. Кость у нас сразу пойдет... Маленькую сковородочку побольше? Да. Кость у нас сразу пойдет в кастрюлю, да? Мясо деревенское. Мясо деревенское. Ну, говядина, само собой, да? Там видно. Какими кусочками нарезается, без разницы. Я люблю, чтобы были покрупнее, да, в суп уже. Немножко маслица, да? Да, обязательно. Тогда нам нужна будет лопаточка. Жилки убираем. Или щипцы там. А лопаточка убежала? Ну, или давай щипцы. Щипцы. Подойди. Да. Держи. Спасибо. Масла нам немножко нужно, да? Да, чтобы просто мясо покрылось корочкой, как бы все вкусовые качества сохранились там, да? Ну, чтобы специально схватилось, да, быстренько схватилось, и побросали, да? чтобы все у нас там осталось. Так, за это время Петр у нас почистит картошку. Да, давайте. Это я люблю. Да. И умею. Так, получается, готовить любить. Да, у нас с супругой нет такого разделения, кто готовит там сегодня, кто завтра. Вот, кто пришел домой, тот и готовит. Кто первый? Кто раньше Первый пришел, да? да, кто-то и готовит. Ничего себе.
А если бы у нас так дома было, я вообще позже всех приходил. Я задержусь. И все время и в семейную WhatsApp-группу писал бы, а ужин на что? А ужин когда? Но учитывая специфику работы, я все равно прихожу позже, чем супруга. Поэтому готовлю в основном на выходные. И готовлю как бы... Вот в приготовке пищи, да, я вот как бы... Если можно побольше сделать, можно все выходные кушать, да? Да. И я единоличный. Я вот если и начал готовить, то я уже... Не то подпускаете? есть не подпускаю никого, да. Ага. Не, ну это правильно, да, потому что... Это можно добавить в суп, сразу горячую воду. Так, кусочки у нас, вот это можно еще поменьше сделать. Айсен Александрович, традиционный вопрос, да, мы уже, скажем так, за блюдо ваше сообща все взялись, да. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, ну, то есть такая некая визиточка, когда телезрителям будет интересно, откуда родом, где учились, все такое. Сам я Скажем так, уроженец, автобиография пошла. сам я уроженец Верхнеколымского района, поселка Зырянка. Проживал там же до 4 лет в поселке Угольный. Это был большой, огромный карьер в республике. После переехал в Усьмайский район. Ну, учитывая специфику того, что мой отец был мастером бурового станка, то есть мы работали... Ну, то есть, где переезжали работа, туда, где то есть, работа, где работа и все. Где, да, добывалось золото в основном. Вот. Юношеские годы жил в городе Якутске. Даже успел поучиться в музыкальной школе города Якутска. Ух ты, по какому классу? Вокал я ходил, был Можно одним попросить вас спеть, да, шутка? был одним из участников, то есть не участников, а учеников и президентского хора Башгары в то время. Ах ты! Сейчас я не помню, он существует. Сейчас, по-моему, Я тоже президент есть. форм, по-моему, я не знаю, по-моему, его нету. Или вообще есть? Были хорошие преподаватели. Потом переехал в Намский район. По-моему. В Намском районе закончил первую хамастовскую среднюю школу. И после окончания поступил на юридическое среднеспециальное, отучился. Вот с этого места подробнее, пожалуйста. С чем был выбор профессии связан? А выбор профессии был связан с тем, что с детства я как бы всегда пытался вставать на защиту своих друзей, если где-то чувствовал, что Несправедливо. где-то несправедливость существует. Несправедливо, да. Да. И вообще мне нравилась книжка, мультик, вот «Дядя Степа милиционер». Ну с детства это прямо вот как-то так... В юности я больше смотрел программу, это «Человек и закон». Ух ты, ну любимая программа, да? Да, это моя любимая программа была. Сергей Пиманов, он ее вел, да, и, по-моему, до сих пор До ведет. сих пор, видать, Тимана ведет, ага. И выбор вот именно поступления в правоохранительные органы, то есть он как бы был с Я детства. думаю, достаточно. У нас кастрюлька не такая большая. Так. Ну, по нарезанию капусты это на вкус каждого. Я люблю, чтобы она покрупнее была. Вообще, по моему мнению, суп он должен быть наваристый, такой густой. Ну, говорят же, чтобы ложка стояла. Да. Да? Это правильно, Семен? Я даже один раз пробовал борщ с макаронами. Да ладно. Да. Ну, это уже совсем что-то не то, по-моему. Ну ладно. Вот, а далее отслужив... Преступление, да, как раз. Кухонное преступление. преступление. Да. А далее, отслужив в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, по прибытию сразу поступил на службу в органы внутренних дел. И кем начинал? Я начинал с обычного оперативника. До сих пор вот служу в уголовном розыске, не меняя свою профессию, не меняя свою должность. Потому что это мое призвание, да, по жизни. Так, и с этого момента вот то, что я вот очень длинное прочитал, да, как вы к этому пришли и в чем заключается вообще именно специфика работы, да? Ну, то есть разные же отделы есть. Да. То есть в системе уголовного розыска существует несколько подразделений. Наше подразделение проводит работу именно по преступлениям, совершаемых вот с использованием средств связи и интернет-ресурсов. Да? Это мошенничество, то есть удаленное мошенничество. Если вот брать примеры, чтобы было вам понятнее, да? Вам, наверное, много раз звонили из банка. О, да. 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 Говорят, здравствуйте. То есть это вам из звонят банка. с банка и говорят, да, можно закидывать, на вас оформляют кредит,
в размере 500 тысяч Иван Иванович, находящийся в Пензенской области, да? А вы тут же думаете, о, как так-то? И тут же вот способы они меняются постоянно. Данный вот сотрудник безопасности ложит трубку, и значит, к вам перезванивает сотрудник полиции или даже сотрудник прокуратуры, Федеральной службы безопасности, именно с номера этой организации. То есть люди, находящиеся по ту сторону, преступники, они настолько подготовлены, что используя... То есть они какие-то поддельные эти, да? Да, поддельные номера. Там То есть чуть ли вы не даже хакеры, если да? вводите в ТУГИС этот номер, вам покажут, например, дежурная часть МУ МВД России Якутская, да, нашего подразделения. Это является программа по подмене номера. Все, и вас начинают убеждать в том, что вы должны сотрудничать с звонившим вам сотрудником банка, что беспрекословно должны выполнять его требования. Вам перезванивает снова тот же сотрудник или совсем другой сотрудник, говорит, я вот сотрудник N-ного банка, вам только что звонили из полиции, поэтому вы должны с нами сотрудничать. И начинают убеждать вас снять свои личные сбережения и перевести их на якобы какой-то безопасный счет. То есть человек, думая, что да, действительно, я помогаю правоохранительным органам, или даже не осознавая того, что действительно без его участия ему кредит никто не может выдать, то есть оформить на него кредит, да, если он не подавал заявки, совершает действия это такие, что снимают полностью свои наличные. Если вот из жизненного опыта, да, вот, буквально недавно женщина снимает всю наличку, при этом будет мужа в 11 часов ночи, собирает всю семью. И на вопрос мужа, куда мы едем, ничего ему не говорит, потому что висящий на трубке на телефоне, да, звонящий преступник, ей говорит, что вы никому не должны, даже своим родственникам говорить, потому что это будет разглашение, там чуть ли не государственной тайны. Да? Очуметь. Ну. Да. Они едут, собираются, она снимает наличные, и едут в другой ближайший банкомат, и она в течение полутора часа начинает переводить около 1,5 миллиона рублей. Да? То есть операциями по 15 тысяч. Ей диктуют различные счета, хотя изначально было сказано, что это будет один безопасный счет. Тут стоит задуматься о том, что кто может открыть счет, кроме вас, в банке, да, без вашего присутствия. Да. А потом ей диктуют номера телефонов. В основном это компании, как Киви, то есть эти номера до 30 до 40 номеров могут продиктовать. То есть женщина стоит в течение полутора часа, закидывает в банкомат денежку, и только потом муж осознает, что ну, что-то происходит не то. Что-то не то. Ага. Да. Подходит к жене и говорит, ну, что случилось? Она говорит, я не должна тебе говорить. Он смотрит, и все, вот у нее вот такая кипа чеков уже, и все понимает. Ну, то есть супруг уже знал, что существуют, да, такие виды мошенничества. А самое удивительное, что когда мы у граждан, обратившихся, спрашиваем, да, вы вообще знали, что существуют такие виды мошенничества, они отвечают, да. Ну, а почему вы пошли на поводу вот у этих звонящих, да? Ведь везде сказано, что сотрудники банков не звонят. Они звонят только, чтобы пригласить вас в офис для выдачи вам одобренного кредита на N. Ну, например, сумму. да. Например. То есть никакой сотрудник безопасности не будет отслеживать именно ваш счет, чтобы потом позвонить вам и сказать, что да. Они говорят, а я думала, что со мной этого не случится. Да? То есть все слышат, у всех на слуху, но... И в основном звонки происходят в такое время, когда это вот обеденное время, да, когда человек немножко отвлечен. Или вот во время, когда вы только приходите с работы и как бы заняты своими домашними делами, и тут вдруг вам позвонили, вы обеспокоены, что же делать, да? Или, например, если... Или обжаривать. Это мы будем обжаривать отдельно, и нужно будет мисочку, свеклу. Мясо отдельно. можем добавлять. Мясо можно добавить. А может, нам- другую сковородку уже Да, обжарим? побольше уже нам сковородку нужно. А если брать вот именно вторую часть аббревиатуры нашего подразделения, да, связанную с интернет-ресурсами, да, то это у нас сервисы по продаже Вот покупки воды. товаров. То есть вы сервисы продажи покупки товаров сейчас распространены, да, это вот просто оглашать не буду, какие именно. Это будет не на правах рекламы. Ну, то есть вы выкладываете объявление, что продаете свой холодильник за 9 тысяч, допустим. Вам приходит смс-сообщение в этом же сервисе, что мы согласны его приобрести, но мы сейчас находимся в районе, и мы отправим вам ссылку, оформим сделку с ДЭК, ну, то есть все, оформим сделку и покупаем ваш холодильник. То есть они на него даже не смотрят, мы по фотографии посмотрели. Это сразу должно настораживать граждан. Да? Но, учитывая то, что мы все желаем выгоды, да, вот я вот
так срочно, так быстро мне позвонили. Сейчас вот мои кровные 9 тысяч за этот старый холодильник Да, отдадут. придут. Так. Да. Граждане, не ознакомливаясь с условиями безопасной сделки на данном сайте, на этих сайтах, переходят на сторонние мессенджеры, то есть WhatsApp, Instagram, Telegram. Да, ну, хотя Распространенные, нужно да? конкретно только там общаться, да, именно Да. в мессенджере. Да. И Многие. им отправляют какую-то непонятную ссылку, не ознакомливаясь с ссылкой, там, убеждают, что сейчас мы сотрудники энной компании, мы можем только вот на такую-то карту перевести. Все. Человек переходит по ссылке, дает согласие на перевод денежных средств покупателю, то есть не покупатель дает перевод Да-да-да. данному лицу. И то есть он теряет свои 9 тысяч, и холодильник, например, допустим, остается при нем. Да? И еще одна из ссылок, это где они отправляют, то есть продавец сам вводит данные своей карты, где прописано, что якобы сейчас на ваш счет поступит, вы введите данные своей карты и ВИН-код. Все. Да-да-да. Это в первую очередь Сиф-код, должно да. настораживать, потому что, да, все, можно Нет, отправить. без разницы. Вообще, по идее, нет такого понятия. Это все равно будет довариваться. Главное нам, чтобы поджарилось. То есть он дает доступ к своей карте. Если он продавал, допустим, свои наушники за 4500 рублей, а на его карте находится 90 тысяч рублей, эти 90 тысяч уходят в пользу энного якобы покупателя. Поэтому вот именно наше подразделение, оно считается молодым, создано не так давно. А когда Я- давно создано? Так, около 6 где-то лет существует наше подразделение. И Ну, то есть вообще когда уже эти преступления начали уже Да, проявляться, валом. когда их уже приобрели, скажем так, массовый характер, да? Да, ну сейчас Возникла необходимость. да, данный вид преступления, он вообще считается как уже Молодой. молодой, да, поэтому да. не изучены методы совершения данного, преступниками данного существования. Каждый день практически они находят какие-то другие методы, другие способы убеждения. Вот если, допустим, раньше звонки были просто от сотрудника безопасности банка, то сейчас они доходят до того, что, вот, как я ранее рассказывал, да, звонят с прокуратуры, звонят с полиции, с ФСБ. Вот, то есть убеждают граждан, что Ну, то есть, как бы подталкивает людей, что это, ну, на самом это деле... действительно проходит какая-то как будто так, операция, типа и мы, мы проверка. помогаем Федеральной службе безопасности, там, сотрудникам полиции. То есть граждане сейчас более-менее начали доверять же сотрудникам полиции. Если раньше, например, мы звоним, приглашаем в отдел, то есть тут же хотелось бы сказать, что если вам звонит, да, иной сотрудник полиции, то он официально вызовет вас в отдел. Пусть даже без повестки, но он обозначит вам время встречи, кабинет не возле там, какого-то отдела, Да. а вот именно кабинет, время обозначит. Встречаемся, ларек цветы. Да, вот, бывали случаи, когда потерпевшим звонили сотрудники ФСБ, сказали, завтра в 7 часов вы должны пойти к зданию ФСБ, я вас там встречу. Все, это уже настораживает. Человек перевел деньги, в 7 часов приходит к зданию ФСБ, начинает звонить на этот номер. Этот номер, конечно, уже не работает. Узнает, что... То есть заходит в дежурную часть, да, Федеральной службы безопасности, ему рассказывают, что такого сотрудника у них никогда не работал. Поэтому здесь нужно быть настороженным. Тем более мы сейчас живем в век информационных технологий, они развиваются. Если, не секрет, да, если Инстаграм запрещен, все равно люди в нем сидят, находят, как в нем быть, совершают там покупки, тоже потом приходят, обращаются, что вот я заказала кроссовки, а ко мне пришли тапочки, да? Это тоже один из распространенных видов мошенничества. То стоит ограничить свою жизнь в социальных сетях, потому что мошенники — это такие преступники, которые сидят мониторят. Они смотрят, как вы живете, какие фотографии, что вы на завтра покушали, да? И часто задаем вопрос гражданам, это вот, а как они узнали номер моего счета и мое имя, отчество? Если сейчас я рандомно возьму ваш номер, и у меня на телефоне находится приложение любого банка мобильного, да? Наберу ваш номер, сделаю перевод на плюс 1 рубль вам, где получателем будет прописан Петр Петрович и первая буква фамилии, правильно? И последние 4 цифры его карты. То есть опять, пользуясь этим, они звонят и говорят, вот, Петр Петрович, здравствуйте, на вашей карте банковской номер полностью не говорят, последние цифры такие-то происходят, вот какие-то движения или кто-то пытается оформить на вас кредит. Да, Человек сразу думает, это сколько? точно с банка, потому что как они имя, отчество узнали, как они узнали последние цифры моей банковской карты. То есть
Хотелось бы что сказать? Ну, сотрудники банка позвонят вам только в том случае, если предложить вам кредит и пригласить вас в офис, правильно? Ну да, да. Как-то вот так. Что нужно быть, чтобы, ну, как бы, скажем так, не стать жертвой преступников, ну и для профилактики, ну, вот гражданам, что вы посоветовали бы? Я бы посоветовал, просто по моему мнению, я вот сам воспитан в 90-х годах, да? У нас не было ни сотовых телефонов, не было ни... Ну, да. Были стационарные, мы заранее созванивались, встретимся там-то, там-то, да? Если же мы не созванивались, то мы шли и искали друг друга в тех местах, где мы постоянно бываем, да? Но, тем не менее, как-то находили же друг друга. Да. Да. Поэтому, если вам звонит незнакомый номер, то это, ну, как бы, я думаю, брать его не стоит, а тот, кто вас ищет, он вас все равно найдет. Как-то да? найдет, да. Если что-то важное. Либо личное сообщение напишет, да, вдруг номер поменялся. Если, например, вот брать те же мошенничества в Инстаграме, это когда идет взлом страницы, да, вирусной программой, и вот прописывается моя дочка или ваша дочь попала в ДТП, требуется срочная операция, и всем родственникам все это рассылается. Ну, срочная сумма 300 тысяч рублей. То есть родственники не звонят самой дочери, да, не звонят ее матери, а сразу начинают переводить на счет деньги. Лихорадочно. Я так думаю, сначала нужно убедиться, да, в том, что действительно ли что-то произошло. Это старый способ, но он вновь просыпается. То есть все новое — это хорошо забытое старое. Ага. Циклично все, да? Да, циклично, прокручивается. Есть случаи, когда, да, действительно, вроде бы люди живут практически в одном дворе. И вот утром в 5:30 женщина встала, увидела это сообщение, сразу перевела 30 тысяч на счет. И только утром позвонила своей дочери, узнала, что с ее дочерью все в порядке. Ну. Вот, ну, все. То есть как-то вот так. Ну, как не сказать, да уж. Да. Ну, я вам еще раз говорю, это новый вид преступления, да, он мало изучен. Методы постоянно Методы обновляются, да? постоянно обновляются, и сейчас вот на уровне, государственном уровне, да, проводится вот именно вот Так тоже. анализ. А вот насчет помидоров, можно, в принципе, их покрупнее. Я вообще люблю, чтобы все было покрупнее, чтобы чувствовался вкус, да. Ну, хотя я не любитель добавлять слишком много помидор, потому что они кислят. Да? Ну, а так это домашний помидор. Ну, вот так вот, да, я просто посоветовал бы гражданам. Добавляете сюда или сюда? Нет, я их тоже А. слушаю. Тоже поджарку, да? Если вам звонят с банка, представитель службы безопасности или другой банк, да, перезвоните в свой банк, по горячей линии уточнитесь. Если вы находитесь где-то в городе, проще зайти в банк и спросить, действительно ли на меня оформляют там в Пензенской области кто-то кредит. Ну и тут стоит подумать, что если на вас оформляют кредит в размере 500 тысяч и убеждают вас снять полностью свои наличные, плюс еще к этому сходить в военный банк другой, да, сторонний, средства, да. взять кредит на несколько миллионов и опять положить это все на... То, извините, тут... Если даже по логике вещей на вас кто-то оформил кредит, вы можете обратиться в банк, написать претензионное письмо о том, что вы данный кредит не оформляли. То есть будет внутренняя проверка банка, и уже банк, как потерпевший, будет обращаться в полицию для установления лица. Как минимум же нужно соответствующего. подтверждение банка, ну, прийти в банк, на бумаге подпись свою Ну, поставить. просто да? нет, сейчас у нас, Сейчас онлайн видите, есть, да. все в онлайне, да? как бы. Но если вы не совершали никаких действий, банк не вправе взимать с вас данные денежные средства. Поэтому вы пишете претензионное письмо, банк рассматривает ваше письмо в течение 10 дней, устанавливает, что вы действительно не совершали никаких действий. Все это подтверждаете документально, и все, они обращаются к нам, уже, в полицию, да, непосредственно, для установления лица, которое вот это... Который это все-таки совершил, да, преступление получается. Поэтому, я думаю, не стоит обезопасивать себя от лицо, которое взяло на тебя кредит на 500 тысяч и влаживать туда на безопасный счет миллионы. Ну, думаю, это как-то вот так. Так, а какие еще есть, ну, скажем так, ну, и распространенные методы мошенничества? Ну вот в последнее время у нас участились это... Я помою. У нас сейчас заканчивается курортный сезон, и большая часть граждан республики выезжает во Владивосток отдохнуть на море, там, искупаться, кто-то едет за машиной. И вот опять же на этих же сайтах просматривают объявления о
аренде квартир, видят, что по нормальной цене там, квартира есть, о, хорошо, созваниваются с продавцом, то есть, ну, то есть ему продавец перезванивает, сделка опять совершается за этой площадкой, где его убеждают перевести задаток в размере там, 30 тысяч рублей, да, в зависимости, да, Задаток, ну. с какой стоимости квартиры. Человек переводит, приезжает там, в Владивосток или просто понимает, что продавец перестал, ну, то есть тот арендатор перестал выходить на связь. Выключился. Да, выключился, все. Поэтому тоже вот один из способов. Но и сейчас у нас начали и в Якутске так делать. То есть Да ладно. звонят, вот, говорят, здравствуйте, вы искали квартиру, да, вот приезжают граждане с вузов, да, у нас сейчас вот у нас поступают студенты, все, видят, квартира по нормальной цене, не очень дорогая, отправьте 10 тысяч задаток, я тогда ее никому сдавать не буду. Гражданин переводит, то есть он даже не видит, где эта квартира, ну, как, видит адрес, видит счет, он перевел деньги, приезжает, ему открывает хозяйка квартиры, говорит, А вы кто? не поняла, а вы кто такой? Так я же вам звонил, квартиру же у вас снял. Я не знаю, кто у меня квартиру снимал. Я хозяйка этой квартиры и живу своей семьей. Все, опять. Поэтому тут хотелось бы что сказать. Если вы все-таки хотите приобрести жилье, да, снять квартиру, подойдите непосредственно по адресу указанному. Да? Не стоит доверять там, фотографии паспорта или чего-то. Лучшее подтверждение дружбы это стопроцентная предоплата, Да. но Вы пожали друг другу да. руки, передали деньги, посмотрели квартиру. Действительно, у человека есть ключи от этой квартиры. Доходит до того, что могут, в принципе, да, люди нехорошие обмануть и возле квартиры. Там, я ключи забыл, давайте подождем. Нет, либо сданную квартиру еще пересдать Да, могут. пересдают, да. И Есть пересдают такие тоже тоже. виды Но это вы мошенничества, такими но они- занимаетесь, по-моему, да, или нет? Такими тоже занимаетесь? Ну да, практически всем занимаются. На 2 дня сняли, а потом сдают на месяц. Да. Да. Хотя у них в договоре своем оговорено, что там они неделю будут жить, да? или Да, как? неделю. На 2 дня сняли, а сдают на месяц вперед. Или на Поэтому 2. лучше заключать сделку. Это как пришли, увидели, осмотрелись, все, да, действительно. Никто вас никто не напишет на вас заявление в полицию, если вы постучите к соседям, да, и спросите, вы знаете данного гражданина, да, это ваш сосед, да, вам подтверждают, да, это Толя, он здесь уже да, 15 лет живет, вот постоянно квартиру сдает. Все, спасибо, вы подтвердили, то есть вы уже спокойны за свои сбережения, да, которые вы передали этому гражданину, и у вас не будет никаких проблем с тем, что вам, вы считаете, потеряли деньги, и плюс еще будете искать уже по другому способу, да, жилье. И еще один, этот один из распространенных способов, это у нас инвестиции. Наверное, вы тоже вот видели, где руководство нашей страны, прям выступая, ну, это все подмена голоса, да, там видеомонтаж, что «Газпром» обязан выплачивать дивиденды каждому гражданину Российской Федерации. Ну это вообще... Вы оставляете заявку, вам перезванивает менеджер, там вот «Газпромбанк», там различных компаний, говорит, все, для того, чтобы вступить в инвестиционную группу нашей компании, вы должны оплатить 10 тысяч. Да, вступительный Всё, взнос да. в кооператив. Вносим 10 Якобы. тысяч, через 2 дня вам приходит Красивая или на бумажка. почту, или на СМС-сообщение, да, с очень красивым расписанным графиком, цветным таким, где у вас 60 тысяч уже. Вот видите, вы за 2 дня уже 60 тысяч сделали, да? Гражданин уже все понимает, что ничего себе, за 2 дня 60 тысяч, давайте-ка я еще. Ему предлагают, давай еще уложи. Он говорит, ну давайте вот из этих 60 20. Он говорит, нет, подождите, для того, чтобы с этих 60 вложить 20, вы должны еще оплатить налог для вывода денежных средств государству якобы. Так что или влаживаете еще 10 тысяч, или просто можете взять, вложить еще 100 тысяч. Ну, гражданин или собственные средства влаживает, или идет, берет микрозайм, потому что он знает, что через неделю у меня будет 600 Я буду в шоколаде, да? Да, все, ему приходит еще один красивый график, там чуть ли не около миллиона, все, он впадает в эйфорию, думает, ну, как хорошо государство позаботилось, да, вот какая-то компания, я теперь инвестор, я теперь миллионер, скоро на Бали буду отдыхать. Но для вывода этих же денежных средств у него требуют уже, ну, тут, извини, налог-то побольше, тут уже нужно заплатить порядка 200 тысяч рублей. Все, он платит, ни, как говорится, ни его денег, ни тех, Ни которые он налогов. потратил, ни то, что ему обещали, ничего нет. То есть эти деньги уходят опять на неустановленные счета неизвестных граждан. Да? То есть, да, можно сказать.
То есть прежде чем влаживаться в какие-то инвестиции, лучше обратиться в банк, в официальные инвестиционные группы, да, ознакомиться с их ну, как, процентными ставками, или как это называют. Да? Вот. Если я, например, как сотрудник полиции не совсем экономически грамотный, да, вот в этой сфере, в инвестициях, я вот туда и не лезу. То есть я могу обратиться в банк, там мне помогут банковские. Но и опять-таки стоит учитывать, что инвестиции – это все-таки риск. Компания может прогореть, Да. компания может там, обанкротиться, да, поэтому не стоит доверять всей рекламе, что пишут, там, что вы вот сейчас в одночасье станете миллионерами, что, у вас, да. что вы заживете шикарно. Как говорится, пора бы уже понять, что чудес не бывает. Да. То есть все это бывает только в Как- сказке, В да? каком-то возрасте, да. Это да. как про Буратино, по-моему. Да, 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 да. Положи. Вот, кстати, да, Золотой- первые за- мошенники, за- по-моему, Лиса да. Алиса, да? Лиса и Алиса, да. Это вот Самые первые мошенники. самые первые мошенники. И хоть они и сказочные персонажи, но вот видите, на их... Из жизни. Из жизни, да, это жизненный опыт. Видать, в то время уже кто-то занимался вот этим. Вот. Положи золотой дублон под дерево, у тебя Да. будет завтра 3. 5 вырастет нога завтра. Итак, друзья, мы взяли немножко паузы, потому что, ну, сами понимаете, за 45 минут борщ сварить практически невозможно. Мы взяли паузу, практически полчаса, потомили наш борщ. Да. Ну, я смотрю, Потомили, в да, он принципе, у нас уже уже ровной на финишной консистенции, прямой. да? Если я вот так сделаю, вот ложка стоит, все Да. правильно, да? Что у нас осталось, Семен? Ну, пару подготовлений маленьких. Под подготовление. Зелень подрезать, да, лимончика, да? Можно тоже пока мимоходом рассказать о своей жизни. Пока. Да. Все-таки мы по работе коснулись, да, Айсен Александрович. Давайте немножко про то, про семейное можно, да, мы можем поговорить. И это, все-таки у вас очень тяжелая работа, да? Тяжелая работа. Как отдыхают? Как вы отдыхаете? Ну, если рассказывать о семье, то я женат, у меня дочь, сейчас 13 лет ей. Жена работает в сфере торговли. Ну, отдых у сотрудников в основном проходит Редкий? редкий, он Редкий, проходит в наверное. отпуске. То есть кто-то старается выезжать на курорты. Да. Вот я сам не любитель такого, чтобы ехать там, в Москву отдыхать или в Сочи куда-то. И мне вот больше Хотя у вас проезд, у вас все это, все Да. можете, да? у нас позволено, да, раз в 2 года мы можем вывести свою семью. Даже. Раз в год у вас проезд, ну, я знаю. Раз в год это положено только сотруднику, да? То есть я стараюсь выезжать, вот, например, в прошлом году я был в Республике Калмыкия. Очень красивые места. Первый раз увидел степь. Кавказ. Да, они ближе к Кавказу, но, ближе к Кавказу, да, но и под степи, ага. мимолетом потом уже как-то перешло, что я поехал в Донбай и действительно увидел Карачаево-Черкесию, да, очень красивые места. И вот планирую еще вот съездить, если получится, на Сахалин, Камчатку. То есть для меня больше там, где природа, как бы, я и Более с экстремальными, Да, чем не просто лежание на гамаке, да, да? на лежаке, купание в бассейне, да, там, за огромные деньги причем, да. Ну, Я вот лучше съездить. Вот. Хотел посетить в этом году республику Туву. Тыву. Ну, Тыву, да. Ну вот немножко не получилось, потому что ну, хотели семьей съездить. Вот сейчас планируем, может быть, если получится, то в Санкт-Петербург все-таки столица культурная. Дочь у меня очень, дочери моей очень сильно понравился этот город. Я в детстве в нем был. Вот. Ну, за свою жизнь я вообще так, в детстве успел посетить, прошу заметить, пока еще не стал сотрудником полиции, да? Милиции в то время. Посетил Австрию, город Вена, когда вот учился в музыкальной школе. Вальсы. Выезжали, да. Было очень много курьезных случаев, там, конечно, мы были удивлены. Мне было около 12 лет, по-моему. И, ну, что еще можно о себе, если вот так вкратце, то, наверное, больше-то сильно такого... Хобби, я знаю, рыбалка. Хобби рыбалка, да, я рыбачу недалеко. В основном выезжаю в Намский район к друзьям. Рыбачим на речке именно, да. Ну, в основном спиннинг. Сетями мы не занимаемся. Потому что это уже... Ну, рыбалка — это как отдых для души, да. Там, щука, окунь, хоть что ловится. Есть Там же такие... поймал, там же приготовил. Да, есть В принципе, такие, всё, есть да. такие места, что прям вот, ты просто не успеваешь, вот закинул спиннинг, у тебя сразу вот и все, и прям понеслась, и такой азарт,
А потом домой приходишь, вот жена у меня с Намцев сама, к теще, и приносишь вот улов. И не всегда, конечно, получается, что его мало, да? Ага. Поэтому иногда бывает такой вопрос, что же вы ее там не съели, эту рыбу? Ага. Вот так вот. Какой самый большой трофей был? Ну, не знаю, я как бы не обращал внимания. Ну, на то есть величину рыбы, специально да. такого нет, Специально за такого трофейные, нету, там, да. да, Для взвесить, меня там, вот, сфотать. да, для меня вот Больше процесс. больше процесс, да. И вообще я как не очень люблю фотографироваться, поэтому и стараюсь не выкладывать никуда в соцсети, там, что я вот с такой рыбой, там еще где-то. Есть немножко, да, когда вот только начинал, когда службу, когда только появились эти сотовые, когда появились соцсети, там можно было еще что-то выложить, но в основном это были рабочие моменты там на задержание, но потом мне объяснили, что это тоже нехорошо выкладывать. Да, это, вот. В свое время я работал в отделе по незаконному обороту наркотиков. Обнон. Города Якутска, Обнон, да. Ну. С хорошими сотрудниками. Вот. Большая часть из них остались сейчас, вот, работают по своей линии, да. Проходил службу в 3-м отделе полиции, в 1-м отделе полиции, ну, сейчас вот в МУ Якутска. Да? Я знаю же, да, специфика профессии все равно накладывает, ну, скажем, на образ жизни, да, некий все равно отпечаток. У полицейских же наверняка же свой юмор есть, да? Как к юмору относитесь? Внутренний такой. Юмор, я вообще хорошо отношусь к юмору, потому что, ну, для меня, например, чтобы день прошел нормально, это... Не, ну всегда считается, что, ну, как сериал там и вроде как бы, да, ну, то есть самый такой, да, вроде там очень серьезные ребята. Свой сленг, да? Да, свой сленг, свои разговоры, свои подколы, свои приколы, да, наверняка. Тут я хотел бы вот даже объяснить, да, гражданам, что большая часть, что описано в сериалах, она не соответствует реальности. Потому что в полиции работают такие же обычные люди, такие же обычные граждане, да? Не, ну считается, что, ну, скажем так, для меня, как советского человека, да, ну, слово «откройте милиция» — это уже сразу, думаю, блин, что я натворил? Уже как будто все равно внутренний какой-то такой некий страх сидит же, да? Или говорят, алло, это с полиции, когда звонок уже думаешь, дрын, ну, что-то вот Это такое. когда я вам звонил. Да. С полиции. Я с полиции. Я забыл сказать. Да, забыл вылезать, сказать, это с полиции. Говорит, ключи. Я такой думаю, так, что же я натворил? Или такой, неужели уже узнали, да? Заплатил я налоги, да? Да, заплатил я налоги, да. Ну вот, все равно какой-то такой некий стереотип есть, что полиция — это очень серьезные люди, которые все время так насторожают. Ну, по роду службы, конечно, мы все серьезные, но, например, если в домашней обстановке или вот мы собираемся, вот, друзья, да, в основном своим составом, да, то такие же обычные люди, как и все остальные. То есть бояться полиции, если, вот, допустим, вы, ну, ничего не натворили, да, я думаю, вообще, Ну, в наше время... если ничего не натворили, наше время, тем более, ключевое слово, то есть, если да, ничего не натворили. Если ничего не натворили. Не, ну а говорят, что можно прикопаться даже к столбу, да, ну чуть ли не так. Ну, данное это выражение- тоже расхожее выражение. Данное выражение, оно относится к более, вот знаете, к тем 90-м, да, пережиткам 90-х годов, когда действительно страна была у нас Ну да, когда вот эти непонятно, вот серьезные что, изменения. да, Ну, серьезные изменения были. Вот. Поэтому был бы как-то, человек, статья найдется, да, то же этот самое. стереотип остался с того времени. Даже можно еще сказать с НКВД, да, вот, с становления вот этой вот советской милиции, да. Ну да. Репрессии. те же Репрессии, самые. да. В настоящее время, ну, если, например, взять аналогию с нами, да, вот наше поколение там 80-х, 90-х, да, я к 90-м, например, больше отношусь, да, родился в 80-х, но детство, как бы, мое становление, юношество проходило в 90-х. 90-е. Лихие 90-е, как мы Лихие их 90-е, называем, да, я все это воочию видел, поэтому, ну, в принципе, это и стало еще одним толчком для поступления именно в правоохранительные органы. Выбор моей работы, это чтобы защищать вот именно граждан, да, чтобы не было, чтобы мы не возвращались в те года, да, когда тебя могли спокойно там забрать для составления протокола, хотя, ну, в принципе, ну, вот так. Поэтому, думаю, в наше время бояться полиции не стоит. И вообще сотрудники полиции обращаются к гражданам сейчас только по какой-то крайней надобности. Да? Если вы стали потерпевшим, не дай бог, конечно, да? И если вы являетесь очевидцем или свидетелем какого-то дела. Да? Ну это уже всегда обязанность, да? Ну это Да, обязанность каждого это входит гражданина. в Если ты обязанность, стал да. свидетелем преступления, то ты проходишь как... Если, например, сравнивать с прошлыми годами, да, еще с теми,
что не каждый гражданин соглашался, да? Да, быть понятым, идти, например, да? да, на этот. Но сейчас вот более-менее люди уже имеют свою гражданскую позицию. То есть каждый гражданин у нас практически знает свои права и обязанности. То есть кто вправе к нему обратиться. Ну, скажем так, юридически подкованный, Юридически более подкованный, да. Преступник должен быть наказан, да? Да. А? Преступник должен То есть быть уже наказан, да? контакт между гражданином и сотрудником полиции, он более уже тесный становится, да? В данном плане. Так. Говорили, добавляете лимон, да? Да, можно его или добавить сок, или можно просто долечку одну, вот, кругляшочек. Он просто придаст кислинки. Вообще, по идее, Оп. борщ еще должен сутки настояться. Ну да, говорят, Да, вчерашний чтобы он- борщ, вчерашний борщ, Да, он вчерашний вкуснее. борщ, он вкуснее. Он немножко, вот видите, процесс в том, что он должен немножко подзабродить. Да, если бы мы добавляли бы, конечно, квашеную капусту или квашеную свеклу. Ну, у нас консистенция ровно-ровно вообще такая получилась. Да? Да? Да. Можно пробовать. Да, давайте что, сервируем, друзья. Там есть Я у Семен нам подготовил. Как назвать? Нет, это же не тарелочки, да? Сметаночка, как положено. таночку уже каждый Так, как ложки хочет. я подготовил. Себе большую. Это вам. Сметану я открою. Так, а мы же там покажем потом, да? А Да, мы вот щ- прямо я сейчас, точнее, покажем. Ну, сейчас Немножко место освободить. засервируем. О. Добрую ложку сметанки. Ну. И зеленью, да? А, зелень мы уже положили. Зелень уже там. Зелень уже там. Ну что, Пробуем? Пробуем. самое время пробовать. Так, Консистенция... я хочу чуть поперчить О, я тоже свежим молодым перцем. душистым. Вам? Да. Спасибо. Всем приятного аппетита. Пробуем. Всем Приятного приятного аппетита. аппетита. Программа будет выходить вечером, но сейчас у нас как раз время обеда, съемка проходит. Самое то. Класс. Обязательно все надо доесть. Очень вкусно. Очень вкусно. Ну, мы обычно говорим просто вкусно. Просто вкусно. Просто вкусно, да. Ну что ж, Арсений Александрович, мы можем, конечно, стоять до конца это все доедать, да. Эфирное время у нас не резиновое. Спасибо вам большое, что вы были гостем. Вот, пожелание нашим телезрителям, пожалуйста, на камеру. первое. Хотелось бы пожелать нашим уважаемым телезрителям, будьте бдительны, не отвечайте на незнакомые звонки. Перед тем, как совершать какие-то финансовые операции по чему-то указанию, убедитесь в том, что это не мошенники вам позвонили, обратитесь в банк. Вот. И вообще всем семейного благополучия. Ну и самое главное, здоровья, крепкого, как якутский алмаз. Если будет здоровье, как говорил мой хороший преподаватель, будет и все остальное. А я еще раз напомню, у нас в гостях был Айсен Александрович Куличенко, оперуполномоченный отдела уголовного розыска нашего города. Спасибо вам большое. Спасибо вам Со мной, большое, как что пригласили обычно, на эту Семен программу. Тарбахов был. А я Петр Цыпанин. На этом потихоньку прощаемся. Будьте здоровы, друзья. Мирного неба над головой. Кушайте вкусно, просто и вкусно. Ну, нам чего, друзья.